видео. Делаем анализ завтрашней рыбалки. Приехал опять друзьям Каджиром. Вот они сегодня приехали с рыбалки, очередной уставший. Делаем анализ позапрошлой рыбалки. Хороший. Завтра в 4 утра едем на рыбалку опять. Всем привет. Начало 5-го. Собираемся. Непонятно еще на какую речку. Берем бензопилу, берем лодку. Доедем до Караката, поедем на одну речку. Доедем до Караката, все речки поднялись. Возьмем лодку, поставим мотор, поедем на другую речку. Связываемся, завязываемся и в дорогу. Водичка большая, на этой речке ловить никак, очень много воды, не проехать дальше на другие речки. Понтон провалился, на своей Ниве мы не проедем. Будем другие варианты сейчас думать. То есть мы тогда просто видно проехали. Здесь же уже есть, да, даже квадрик, прикинь. Вот план действий поменялся у нас, речка. Вода большая, понтон сломан, залитый, перелитый. Вон охотники, наверное. Не стали проезжать на машине. Блин. Можно проехать? О, с подходика взяли косача. Не зря взяли с собой ружье. Метров 50. Вот такой вот красавчик. Одного закрыл, взял 2 косача, путевку. Ну, хороший косач, да? Не молодой. Почему один тогда? Вон вешай куда-нибудь его на на дерево куда-нибудь, на обратном пути заберем. Не таскать на. Не, почему? На дерево повыше какую-нибудь это. Идем по старому, по старой дороге заросшей. Километра 2. Ну вот косача одного стрельнули с подхода. Видали рябчика одного. Ножик. Нашли ножик один. Дошли до речки. Снаряжаемся. Но речка, не знаю, на вид очень даже ничего. Я бы даже О! сказал, А нет, это лист упал. перспективная речка. Это лист падает. О, есть. Ничего себе. Смотри. Что за человек-то такой, а? Есть, смотри как. Блесенка, да, Серег? Давай, Славик. А
что Слайк, он уже поймал, как его кинул. Серега, бери удочку чуть, ему неудобно будет. Я снимаю. С вашего позволения я пойду вперед. Давай, закидывай. Ты вообще сказал, будешь сзади нас идти. О. Ага, хорош. Живет ребята просто фигачат. Блин, его отпускать надо, а я не смогу. Так отпускай такого-то. Да отпусти, он заглатывает на 3 тройника. Так, я чуть обрыбился. Думаю, кто компенсирует мне? Вот такой вот. О, есть. Наконец-то. Все, блесна сработала. Славик у нас обрыбился. Ну, я уже, ну ты отпустил того, да, это, ну все. Все, молодец. Это я приехал к ребятам в гости. Вот за ними и хожу с червем. Что не взяла, да. А, ну, как хочешь, да, отпускай. На грамм 150 он маленький, он 26 грамм, 26 сантиметров где-то. Харрис был 26 сантиметров, не 28, его нужно отпустить. Ну, да должен оставаться. Так вот я и говорю про это. Должен же что-то где-то должна. Вот, допустим, вот такая яма. Он же должен тут стоять где-то, хотя бы парочку штук. Даже удара нет. Идем в паре с Сергеем. Он, естественно, впереди. Никого не любит пропускать вперед. Будем снимать. Будем тогда снимать его. А там еще останется гость, то, ну, гость, как говорится, как гвоздь. Не зря же. Говорят, такая пословица есть. Гость как гость. Да, мы видали, когда мы расчехляли свои удочки. Так смотри, неужели тут надо... Я что и говорю, место обалденное. Почему он не клюет? Что это за тель? Блесна. Что-то должно выйти. Червяк. Хорошие парни. Что ему не хватает? Сломал опять еще один конец. Что-то или холодно. Не знаю. В двух концах переломан уже. Идем дальше. Вроде бы не бурелом. Чуть-чуть касается. Слом. Леска держит. Удочка не держит. Или пересохла сама. Вот. Ну, без понятия. В общем, пока все минус-минус один. В ружье только плюс. Ружье с собой. Ветер дует. Но самое главное, что нету дождя. Очень сухо идти. Очень здорово. Не теряем надежды. После обеда прошло 2 поклевки. Поймали 2 хорезов, ребята. Я еще не поймал ни одного. Ну, не надо отчаиваться. Световой день еще долгий. Как долгий? Ну еще часа 3 будем ловить. Ребята ловят на блесна. Берем блесну и будем ловить блесну. Хватит нам экспериментировать. Поставим понтон 21. Никто не поймал на... А не, Сергей поймал на опарыша. После того, как были выходы на блесну.
Тогда мы не будем уже время тратить на блесна, ой, на перефасовку блесен с мормышками, с червями, с опарышами. Будем просто тогда водить блесной. Если он есть, Хариус говорит, ребята, знаешь, сразу удары. Сегодня рыбалки не будет однозначно, потому что он спустился, Хариус, скорее всего, ниже. Завтра мы поедем на километров, не знаю, по карте надо посмотреть, на очень много вот этой же речки. Потому что Сергей позавчера ловил на середине реки этого ручья. Поймал 4 килограмма за часа 4, наверное. Ну, завтра поедем еще ниже, потому что места шикарные. Как рыба не может быть здесь находиться. Она потому что скатывается. Осень уже дает о себе, видно, знать. Завтра будет, не завтра, а на следующей неделе будет бабье лето. И, наверное, скорее всего, вот плюхнулся здесь Хариус. Вот он. Ох, какой здоровенный. Ах ты, блин. Здоровый. Ну как здоровый? Грамм, я не знаю. Ну, грамм 300, наверное. 2 раза ударил. Он плескался до этого здесь. Вот, еще раз ударил. Ах ты. Вот он гонится за ним. Вот он в струю уходит. Вот, давай, бей. Вот он стоит за струе. Вот я вижу его. Ай-яй-яй. Вот он стоит. Ну, я поймаю тебя или нет? Вот он. Ну, наконец-то я поймал сегодня Хариуса. Ну, это 200 грамм, не 300, никакой не 400. Но он показал себя, и мы его взяли. Первый Хариус за сегодня. Завтра поставили вот мушку такую, опарыши нацепили. Потому что поклевки еще были за блесной. Но попробуем сейчас. Что-то будет, не будет, посмотрим. Он не сильно активный сейчас. Ветер, наверное, свое дело. Вот он. Я же говорю, есть. Вот поставили опарыша. Вот, пожалуйста. Вот такого взяли, второго. Экспериментируем. Поставили опарыша. Ну и давай смотрим. На блесну нет. Но место шикарное. Как он здесь, чтобы не должен быть. Но он скатился однозначно. Вот он. Ну, это да. Первый такой момент за сегодняшний день. Ну, должен был Хариус стоять. Вот он поймался. Если крупный, смотрим. Нехотя клюет Хариус, конечно. Вот он. Еще такой же. Да, маленький Хариус. Ну вот второго поймал вот здесь. Вот он. Самый крупный, ребята. Да, вот он. Да. Угу. Самый крупный сегодня Хариус. Грамм 250, наверное. Но чем ниже, тем крупнее. Завтра поедем ниже. О, да. Работа. Вот он, работа бобра.
Вот он, Серега, взял такого хорюска. 200-ка смелая. Да, обошел меня, вот он взял 200 смелых. А вот бобер. Оплёк на добра. Вот он всю ее прям березку, да, кромсал. Свежачок, да? Ну как, не так? Ну, этого года, да. Ну, конечно, этого года, нифига себе. Так она еще не успела. Да, может, не кусок другой. Да, она свежая вообще. Мне кажется, даже теплая еще береза. Мы наготове. Мы наготове. Че, будем что, нет яблока кушать? Конечно, конечно, давай, здесь вот как раз подрочим его, может ему дать успокоиться, Виталь. Давайте. Идем, а потом уже... Да. Тогда надо Сергея сюда прийти. Не мы к Сергею, а Сергей к нам тогда. Нас двое здесь. О! О, Пойдем дальше уже так. здесь же несколько штук сказал. Да. Не, хороший, вот это уже чуть Вот получше. это да, да. Как он вас не парит, он стоят. И потому что пока стоял болтал, ты уезжал. Надо относиться к рыбалке играюще. Были раньше эти болотники такие, потом стали мягкие. Мы сказали, вот это говно, мягкие лучше. А сейчас я после мягких опять перешел на такие. И я в жизни таких больше не куплю. Ради бога. Вот. Это же Вот это самые идеальные болотники. Все. А которые, как называется? Цену-то, да, Это твердые, они никогда не это. Во-первых, их трудно проколоть. Это самое первое. Проблема в этих дырки. Во-вторых, проблема в этих, нужны завязки завязывать. Не Да. завязывать, не складывать. И эти болотники, вот я сижу, вот я встал, они никогда не складываются. Что стоят они? Ну, для меня 500 рублей. Вот. Это Серега купил, и что-то ему размер не подошел. мне А сколько стоит, серьезно? Да так же, как и все 1200, простые 1300, броды. да. Это в Алиэкспресс или где? Да нет, в магазине. Короче, 900 рублей у меня стоят в Валбересе. Вот такие, Блядь, 900 вот я же рублей. Что за фирма? Вот эти Нортман эти, как и все броды. Да. А, так ну, Галина, Нет, ну-ка, Норман и Серега, подними. 1300 Голеностоп у тебя защищенный еще. Это Нортманы, вот эти Это есть, Норман. как вот эти Нет, все Желтый это Норманы. защищенный Да, голеностоп, чтобы ноги не было там, ну, защищенный голеностоп. Жесткие, да. Чтобы не было перелома, не было вывиха Норман там и по Серега 1400 кочкам, по всяким Я их сучкам. покупал за 1100 где-то мне там. Норманы сейчас стоят 1300, а простые, не нормановские, вот такие с твердыми, 900 рублей. Ну, а какой-то фирмы там, я не знаю какой-то. Ну это у Нортмана. Подошва это чисто Нортман. То есть она жесткая. А, так у него хороший все и сапог. такая же. Конечно. А у меня вообще как бы такие для гусей гусиные, у меня гусиные болотники. Гусей топтать. Нет, Гусиные ноги. они получается, эти болотники, как называется, Эва, да? Эва. Это Эва, который я выхожу на гуся, который в воде стоишь и по барабану. Покер, да. Да. Эти теплые, а вот эти просто... Но это ноги не для, холодят. они не для этого, не для хождения, просто те болотники не взял. Виталик, смотри, вот эти вот Они 45-го они классные. размера, вот, да. Я вырежу потом. Как раз Вот они. да, Чайковского. Давай сперва это, по ковалевочке, потом крутим.